أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Когда же протрубят в рог, то день тот будет днем тяжким. Это будет тяжелый день, непростой. Всевышний Аллах говорит, нелегким для неверующих. То есть для неверующих он будет непростым, непростым для беззаконников. Почему? Как будут воскрешены беззаконники? Как будут собраны неверующие? Всевышний Аллах говорит, в день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Представьте себе это состояние. Такой человек будет слепым, будет немым, будет глухим. Видите, в каком положении они окажутся? Их пристанищем будет гиена. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Каждый раз, как они будут в огне, Аллах будет добавлять пламени, и их мучения будут только возрастать. Всевышний Аллах также сказал о сборе беззаконников. И в тот день мы соберем грешников синими. Ученые сказали, что аят «в тот день мы соберем грешников синими» означает, что у них будут глаза синего цвета. Давайте поговорим о слепых, о тех, кто в день воскресения будет воскрешен слепым. Всевышний Аллах говорит, «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь». Это в дунье, а в день воскресения мы воскресим его слепым. В день воскресения он будет воскрешен слепым так же, как мы уже говорили, немым и глухим. Этот человек, которого воскресили слепым, скажет, и скажет он, «Господи, почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? В дунье я был зрячим. У меня было обычное зрение, как и у большинства других людей. Так почему же Ты воскресил меня слепым, о Господь?» Всевышний Аллах ответит, «Вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Всевышний Аллах не спаслал людям напоминания. Аллах велик он и славен не спаслал Коран, в котором было много аятов и знамений. Но этот мужчина или эта женщина, они забыли о знамениях Всевышнего Аллаха. Они не использовали их в жизни. Они не покорились Всевышнему Аллаху так, как Он повелел им. Вот так. Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом ты сам будешь предан забвению. Так же, как ты забыл об Аллахе, как ты отдалился от Аллаха, оставил поклонение Всевышнему Аллаху, таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. Ты будешь предан забвению так же, как сам предавал забвению. Ты будешь оставлен и брошен так же, как раньше оставлял и забрасывал ты. Так мы воздаем тем, кто излишествовал, погрязая в грехах. Так мы воздаем тем, кто излишествовал. Чем? Тем, что в судный день он будет воскрешен слепым. Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. Посмотри, субханаллах, за каждое дело наступит воздаяние. За каждый раз, когда ты ослушался Аллаха, когда ты отдалялся от Аллаха, ты получишь воздаяние. Тебе воздадут мучениями. И я прошу Всевышнего Аллаха защитить нас от воскрешения в таком виде. Мы уже упоминали и говорили, что Всевышний Аллах сказал, мы соберем их лежащими ничком. Как человек в судный день может быть собран лежащим ничком? Может ли быть такое, что в судный день человек будет собран лицом вниз? Этот хадис приводится в Сахихе Аль-Бухари от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который передал, что один человек сказал, «О пророк Аллаха, как неверующий будет собран лежащим ничком? Мы же знаем, что обычно человек ходит на ногах. Как же он будет собран лицом вниз?» И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Разве тот, по воле которого он ходил в мире этом на двух ногах, не в силах заставить его волочиться лицом вниз в день воскресения. Так же, как Всевышний Аллах сделал так, что в дунье он ходил на двух ногах, Аллах, свят он и велик, может заставить его ходить в судный день лицом вниз. Посмотри на это унижение, посмотри на униженность, которая постигнет этого неверующего после того, как он возгордился перед Всевышним Аллахом. И Аллах, пречист он и возвышен, соберет его в судный день ничком. Он окажется лицом к земле, хотя лицо — это самая благородная часть тела.
فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Послушай об этом великом событии, которое произойдет в судный день. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из Сахиха Муслима, Всевышний Аллах говорит, это все в судный день. Все люди уже собраны. О Адам, Адам мир ему. И Адам ответит, вот я перед тобой и готов служить тебе, и все благо в твоих руках. Аллах скажет, выведи тех, кому суждено оказаться в огне. То есть выведи тех, кто будет воскрешен и после этого помещен в огонь. Выведи обитателей ада. Это странная просьба. И Адам мир ему спросит, а кто эти люди? Кто те, кому суждено оказаться в огне? Аллах скажет, из каждой 1000 их 999. Такой будет статистика в судный день. Из всех людей, которые там будут, из каждой 1999 окажутся в аду, и только один из них зайдет в рай. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, и после этого посидеют малые дети. Даже маленький ребенок посидеет от ужаса в тот момент. Что тогда говорить о грешнике или о том, кто никогда не поклонялся Аллаху, или о том, кто отдалился от Всевышнего Аллаха? Что будет с ними? Он сказал, и после этого посидеют малые дети, и каждая беременная сложит свою ношу. И увидишь ты людей будто пьяными, хотя пьяными они не будут, но суровым будет наказание Аллаха. Передатчик хадиса говорит, и им, то есть сподвижникам, было тяжело слышать такие слова. Они сказали, о посланник Аллаха, кто же из нас будет тем единственным? Кто из нас окажется тем одним из каждой 1000? И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, радуйтесь, ибо 1000 будет из народов Яджудж и Маджудж, а один из вас. Это будет великий день. Большинство людей, большинство из присутствующих в судный день зайдут в огонь. И ты в этой мирской жизни не следуй за большинством, не следуй за всеми людьми, следуй дороге Аллаха Свят Он и Велик, следуй прямому пути, который начертил для тебя Всевышний Аллах. Кто из нас выходил в пустыню и прочувствовал на себе жару? Или даже если не выходил, а просто в один из дней вышел под палящее солнце летом и увидел, какое же оно обжигающее и горячее. Все мы, конечно, это видели. Как известно, солнце находится в миллионах километров от нас. Представь, что было бы, если бы оно приблизилось к нам. В судный день, как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе из Сахиха Муслима, солнце приблизится к головам творений на расстояние мили. Сейчас это миллионы километров. Так представь себе, что будет, если оно окажется на расстоянии мили. Передатчик хадиса даже сказал, я не знаю, что он имел в виду под милей. Расстояние длиной в милю. Оно же сожжет нас. Сейчас это миллионы километров, а мы не можем терпеть жар от него. Так что ты думаешь, если оно окажется на расстоянии всего 1 мили? Передатчик говорит, я не знаю, что он имел в виду под милей. Расстояние длиной в милю или же расстояние в миль, палочку, которой накладывают тюрьму. Представь это себе. Это очень мало. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, описывая это великое событие, люди будут покрываться потом, согласно своим делам. Чем больше у тебя было грехов, тем больше ты будешь потеть. И у некоторых из них пот будет доходить до щиколоток, у других до колен, у третьих до поясницы, а для некоторых из них пот станет уздечкой, то есть покроет полностью. И сказав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указал рукой на свой род. Посмотри, субханаллах, в зависимости от того, сколько ты грешил, настолько и поднимется твой пот в судный день. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в другом хадисе, который находится в Сахихе Муслима, в день воскресения пот пропитает собой землю на 70 локтей в глубину, и он достигнет у людей рта или ушей. Представь себе, как пот дойдет до рта или до ушей. Судный день. В этот длинный день, который продлится 50 000 лет. Великий день, когда солнце приблизится к головам людей на расстояние мили. Будут люди, которым Аллах окажет свою милость, и они окажутся в его тени. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Муслима. Есть 7.
7 категорий людей, которых Аллах покроет своей тенью. Это будет тень от трона, арша, милостивого Аллаха. Аллах Пречистый и Возвышен назвал эту тень своей, чтобы тем самым оказать почет тем людям, что они окажутся в его тени, в день, когда не будет никакой другой тени, помимо его тени. Первый из них — это справедливый имам. Имам — правитель, который на самом деле правит своими людьми по справедливости. Он был справедлив и заслужил оказаться одним из первых, кого Аллах укроет в своей тени в день, когда не будет никакой другой тени, помимо его тени. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Юноша, который провел свою юность в служении Аллаху». О Аллах, как вы видели во многих молодых людях, есть благо. Они хотят вернуться к Аллаху, покаяться. Но что? Свою молодость, этот период своей жизни, они проводят в грехах и ослушании Аллаха. У них есть надежда. Они говорят: когда мы постареем, мы покаемся, вернемся к Аллаху, или когда мы женимся. У тебя есть шанс уже сейчас, когда ты молод, поклоняться Аллаху. Не потом, сейчас, когда ты молод, ты будешь поклоняться Аллаху, соблюдать религию, и тогда тебе будет дарована честь оказаться в той тени в судный день. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И тот, чье сердце было постоянно приковано к мечети». Я прошу Аллаха Свят и Велик наставить нас и сделать так, чтобы наши сердца привязались к мечетям. Также двое любящих человека, которые возлюбили друг друга во имя Аллаха, которые соединились ради Него, а потом ради Него расстались. Они полюбили друг друга не из-за денег или личных интересов, а только ради Аллаха, Пречист Он и Возвышен. Неважно, вместе ли они были в дунье или расстались, у них осталась эта любовь ради Всевышнего Аллаха. Также тот, который был приглашен богатой, красивой женщиной, но отказался, говоря поистине: «Я боюсь Аллаха». Он мог бы с легкостью удовлетворить свою похоть. Возможности были. Эта женщина занимает высокое положение и красива, в ней нет никаких недостатков. Но он оставил это только потому, что устрашился гнева Всевышнего Аллаха. Только потому, что желал получить награду от Аллаха, только потому, что боялся наказания от Всевышнего Аллаха. И Аллах даровал ему такую великую награду. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И тот, кто дает милостыню в тайне, не выставляя это на показ, так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. Он дает садаку ради Всевышнего Аллаха. Он тратит на пути Аллаха свое имущество, которым его наделил Аллах Свят и Велик. Но он абсолютно искренен. Он скрывает свою милостыню. Он скрывает ее до такой степени, что, как это описал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его левая рука не знает, что там тратит правая. Руки находятся рядом друг с другом, но это выражение употреблено из-за того, насколько сильно он скрывает милостыню. Также и тот, кто поминал Аллаха в уединении. Он поминал Аллаха в уединении, а не перед людьми. Он сидел один и был по-настоящему искренен. И когда он поминал Всевышнего Аллаха, его глаза проливали слезы. Он плакал из страха перед Аллахом, от любви к Аллаху, от тоски по встрече с Аллахом. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа этих людей. Это 7 категорий людей. Окажешься ли ты из их числа? Сколько из вышеперечисленных качеств совпадают с твоими, брат, или с твоими, сестра? Давайте отчитаем свои души. Давайте попытаемся осуществить на практике эти качества. Не одно и не два, а максимально много. Давайте практиковать их, чтобы Аллах покрыл нас своей тенью в судный день. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы с вами встретились там, вместе. На следующей серии мы также поговорим о судном дне, и в частности о том, как в тот великий день придет Господь. Я прошу Всевышнего Аллаха помочь нам, наставить нас и принять наше покаяние. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما